Салем достар, Бул Каштанов, Минен Каштанов реакшн, Арнама Гош, Кельдинздер. Сегодня у нас будет реакция на сериал «Ангел-хранитель», и это 3-я серия. Без лишних слов приступаем, но прежде чем мы приступим, Копр Ахме за то, что подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой Бусти, ссылка на него в описании. Там смотрим такие сериалы, как «1286», «Мошенники», сериал «Меф» уже посмотрели, «Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие» и так далее и тому подобное. Очень много контента. Также можно заказать реакцию на фильм по вашему выбору, соответственно. И к тому же действует бесплатный пробный период в течение 2 дней. Можно подписаться, ничего не платить, посмотреть, что и как там происходит. Если контент, который находится на Бусти, вас устроит, то, собственно, тогда уже вы и подписываетесь окончательно и бесповоротно. Всех жду в подписчиках, ну а мы приступаем. Алло, привет, Жен, как дела? Ты вообще помнишь, как вы с ней познакомились? Она пришла к тебе работать, ты ее потом заметил, начал ухаживать за ней. Хотя у нее тогда уже был парень, который, кстати, обижен именно на тебя. До сих пор обижен. Вот, все-таки встречается с ним. Салам алейкум. Валикум салам. Рахмет, что согласился встретиться. Да не за что. Если честно, я не думал, что вы про меня вспомните. Да, я Вдруг сам не думал. еще что-нибудь подбросите, да? Ты помнишь нашу последнюю встречу? Конечно, помню. Вы тогда у меня отобрали девушку. Такое разве можно забыть? И что, ты до сих пор обижен? Да не, за что обижаться? Ну? За то, что вы меня невесту лишили? Или угрожали посадить лет на 15? Скажите, за такое разве обижаются? Такое же каждый день на улице происходит. Не, ну ты же молодой, басқа қатын Не, табылмады скажите, ма? что вам от меня? Подожди, сейчас. Я Я извиниться хочу. Извиниться? Реально смешно. Я себе, извиниться. С чего это вдруг? Что это с вами? Ну, вот так подумал и решил Вы, извиниться. получается, 6 лет думали, да? Нет, скажите, что вам от меня? Это тебе что надо? Ну, хочешь, я разведусь с ней. Вернется она к тебе. Да не, зачем она? Она же сама вас выбрала. Ну, она меня не выбирала. Это я ее заставил, угрожал, что тебя посажу. На самом деле она хорошая, порядочная девушка. Офигеть. Так получается. Значит, она мне правду говорит? В смысле, говорит, вы что, с ней общались? Ну, если честно, мы каждый день с ней переписываемся. Офигеть. Ты тут кино играешь? Что она тебе пишет? Ну, пишет там, скучает, обратно хочет, любит меня. Не может быть. Ну, если не верите, могу Эх ты, переписку показать. агашка, рогатый агашка. Вот, посмотрите, сами почитайте. Это первый олень, на котором костюм так идеально сидит. И даже рога не мешают. Ну а как ты хотел? Да чая не хватало. Любви, она просто тебя не любит и Любви мне все. не хватало, Махсат. Все Ты же мне тогда просто, выбора не оставил. все же А это был элементарно. мой первый парень, моя первая любовь. И только ради него я согласилась выйти за тебя, чтобы с ним ничего не случилось. А, Сулайма? И? Что теперь? Теперь, Махсат, если ты хочешь, чтобы я была счастлива, давай разведемся, пожалуйста. Подожди. Ты же понимаешь,
Если мы разведемся, у тебя больше вот такой жизни не будет. Да, я все понимаю. Именно поэтому я хочу развестись. Не переживай. Мне от тебя ничего не надо. Брачного Я ни контракта копейки не было, да? попрошу. Все твои подарки, машину, квартиру, я все оставлю. Конечно. Просто пойми. Я несчастлива с тобой. Я сейчас, минуту. Самое время появиться ангелу-хранителю. Ну, что скажешь? Что скажу? Не ожидал. Лучше не порти ей жизнь. Дай ей развод. Слушай, я понимаю, ты пришел от Бога, много чего знаешь. Но давай ты хоть в любовь лезть не будешь, а? Это не любовь. Если бы это была любовь, я бы тебе слова не сказал. А ты с ней живешь только потому, что она красивая, молодая. Так что не мучай ее. Отпусти. И что, она Пока, пойдет к этому парню, пока да? у нее есть молодость и А это уже внешность, он судьба. с ней живет. Я не знаю, что будет дальше. Это только одному Богу известно. Кстати, когда будешь разводиться, отдай ей квартиру, которую ты ей покупал. Че? И машину. Ага, сейчас И деньгами помоги. перебьется. Ты понимаешь, это, так сказать, моральная компенсация за то, что ты ей жизнь испортил. Так что не будь жадным. Ты же хочешь, чтобы тебя простили? А может... Придется оставить. Для него это мелочь. Что там, квартира, машина, миллиардер. Я к тому, что не обеднеет. Ну, в общем, я подумал. Хорошо, давай разведемся. Машину, квартиру на Джамбула и все деньги, которые у тебя на счету, это все остается тебе. Максат, я же сказала, мне от тебя ничего не надо. Ну, может, тебе не надо, а в будущем вот твоим детям это понадобится. О, Это, как так сказала, сказать, моральная компенсация. Самое главное, на меня никаких обид нет? Нет, Точно? точно. Хорошо, тогда завтра подай заявление, скажешь мне, я распишусь где надо. Хорошо. Спасибо тебе. А, это шок. ну ты прости меня, если сделала больно. Да нет, все нормально. Ты тоже меня прости. Ну все, мне тогда ехать пора. Давай, береги себя. Пока. Пришли вместе, как муж и жена, разошлись абсолютно Квадрат. чужими людьми. Хотя они и в процессе жизни были Здесь. чужими людьми Круг. по факту. А тут? Треугольник. Значит, Махсат, вы говорите, что видите человека, который просит вас извиниться перед другими людьми, которым вы не угодили, верно? Да. Знаете, такое часто бывает в психологии. Это называется раздвоение личности. То есть вам кажется, что кто-то есть, но на самом деле
Это ваша внутренняя сущность. Вы очень добрый человек. Я же вас не первый год знаю. Спасибо. А ничего, что я вижу его, общаюсь с ним. Он как настоящий человек. Это ваше подсознание. То есть его нет? Конечно, нет. Вы его видели из-за того, что у вас были переутомления, проблемы со здоровьем. А вот вы мне скажите, сегодня вы его видели? Нет. Ну вот. Вы сегодня выспались, отдохнули. Ваше внутреннее состояние стабилизировалось. С вас $1000. Скажите, За когда вы сеанс. последний раз были в отпуске? Где-то 1,5 года назад. Ну вот и ответ. Вам срочно нужно отдохнуть. То есть я его больше не увижу? Конечно, нет. Да? Сейчас, минуту, я отвечу. Мама звонит. Сюрприз. Что ты здесь делаешь? Пришел сказать, что ты просто так теряешь время. Она же сказала, что тебя нету. Ты в моем подсознании. Тебя не должно быть. Нет. Такое часто бывает. У нас в психологии это называется ошиблась. Пойми, Махсат, У нас в твои проблемы, кроме психологии. тебя, никто не решит. И никакой психолог тебе не поможет. Ты сам, понимаешь, сам себе психолог. Так что вставай, идем, у нас много дел. Продолжим? Мне пора ехать. Как пора? Курс же еще не закончился же. Вы опять кого-то видите? Нет, не вижу. Давайте на этом закончим. Рахмет. Черкетка. Ширкет, так? Да, ага. Все, давай, вечером увидимся. Слушай, можно я сегодня выходной возьму? От извинений? Ну, пожалуйста. А ты что, устал уже? Ну, конечно, ты же видишь. Слушай, у меня стресс. Я хочу сегодня в баню сходить, попариться. Кстати, насчет бани. 5 лет назад ты себе такую крутую баню построил. Мраморные плитки, золотые вставки, все как положено. Вот Рахмет, вот все хвалят. Меня не надо благодарить. А вот строителей стоило бы. Но вместо этого Он ты что, им жадина не заплатил, что сказал, ли? что тебе не понравилось, и не доплатил 3 200 000. Ну, конечно, для тебя сумма небольшая. А вот для них целое состояние. Так, подожди. Во-первых, я никого не обманул. Во-вторых, мне реально не понравилось. Построили как попало. Стены кривые, парилка вообще в стороне. Только что хвалил. Ну а что ты тогда друзьям хвастался? Мол, тебе за даром баню построили. Я не хвастаюсь, я просто говорю, дешево построили. А так приходится там париться. А малжовен хотим. Это мне приходится с тобой париться. Мал. В общем, с этим прорабом больше никто работать не хотел. Ты ему репутацию испортил. У него семья большая, 7 детей. Дочки в универе. Мать больная. Весь в кредитах. И все из-за тебя. Слушай, а кому сейчас легко, а? Ну, мне что теперь ему все кредиты закрывать, что ли? А это пусть он тебе скажет. Ты съезди, общайся. Только не надо его материть. Я его не матерю, я так, ты же про себя. И про себя тоже не надо. Слушай, это весь материал про него, да? Да. Ничего не осталось? Нет. Вот эта сюжетная линия тоже интересная, конечно. С его дружками. Пожалуйста.
Да он же по телефону в наушниках разговаривает. Братан, что ты его оправдываешь? На другой ракурс. На, смотри. Где наушники? Где телефон? Ну, явно, да, к кому-то обращается. Никого нет в комнате, он один. Сам с собой разговаривает, понимаете? Ничего себе. Вот. Да, страшно. Это очень страшно. Он, по-моему, с ума сошел. А если завтра что-то с ним случится, я сам с ума сойду. Сколько бизнесов, сколько движений, все через него, понимаете? А, ты за это переживаешь? Я думал, ты за него переживаешь. Кого? Давай сейчас без этого, а? Конкретно я за тебя и за себя переживаю. С ним что-то случится, все, у нас все станет. Без денег останемся, бомжами будем. Давайте что-нибудь придумайте. Я не знаю, первый раз с таким сталкиваюсь. Что в таких случаях делать? Психушку отправлять, врачей, я не знаю, в больницу. Что-нибудь надо решать. Давай я тогда в Госздрав позвоню. Пусть они посоветуют хорошего какого-нибудь врача. С ним переговорим, послушаем, что он скажет. Пожалуйста, братан, займитесь хорошо, я переживаю. Негізі мен ойлаймын да, братанда, по-моему, грипп па или отравление ма сондай бірдеңе сияқты. Сен материалды алып келдің ба? Все, никому материал не показывай. Иди, пожалуйста. Это у тебя в башке отравление. Иди. Сейчас я вам еще один покажу кадр. Вы вообще офигеете. Эх, что ж там был за кадр? Ну, скорее всего, мы его видели. Чем не забудется? Салам алейкум. Багдад қалайсың? Валикум ассалам. Вы знакомы? Да, знакомые. Что-то я тебя не припомню. Ты у меня баню строил на Шаймерденова. А, точно, бәсе, түрің таныс. Не болды? Что-то еще бесплатно надо построить. Я это... Че пришел? Извиниться хочу. А? Извиниться? Да. Я не понял, это постанова какая-то или розыгрыш? Камера какая-то? А? Понять не могу. Не вот. Да не надо ничего понимать. Я правда просто извиниться хочу. А что я тебе должен просто так прощать? Ну, Янда, Бог прощает, и мы должны дегенерировать. 3 миллиона 200 братан, на кону. Бог туралы конкретно седает, ты хочешь? Ты бы в Бога верил, людей не кидал бы. Ты знаешь, после того, как ты меня кинул, как у меня жизнь изменилась? Со мной никто не хочет работать, думаю, что я кидала. У меня жизнь теперь кредит на кредитах. Хожу теперь вон, таксую, по шабашкам мелким, блин. Я закрою эти кредиты. Как ты их закроешь? Там что думаешь, копейки? 2 миллиона 900 тысяч. Карточка с собой? С собой? Давай. Пожалуйста, переведи сюда срочно 3 миллиона. Сейчас деньги упадут. 100 тысяч на чай, да? Точно? Смотри, здесь 34 тысячи было. Не дай бог еще раз кинешь меня. А думал, и эти деньги заберет. Подождем, что? Что, цтмо? Да. Ну вот, кредиты закроешь, а 100 тысяч как моральная компенсация. Нормально. Рахмет. Еще какие-то просьбы есть? Только главное, чтобы он закрыл эти кредиты. А не на ставки пошел, допустим. Что там? Я же твою баню с другом строил. Так. Вот он думает, что я его кинул. Хотя я этого не делал. Теперь Так. вот до сих пор не общаемся. Мне что, теперь перед ним тоже извиниться? Ну, хотя бы объяснить, что я ни при чем, что это выкинули на бабки. Тем более у меня тоже с деньгами проблемы сейчас. Поехали к другу. Поехали. Сейчас я машину закрою. Сейчас я, быстро. Че, как тебе статья? Это же про стройку, которая в заповеднике, правильно? Да, она самая.
По идее, все по факту написано. А, это тот журналист из первой серии. Но единственное, ты же знаешь, кто за этим стоит. Они могут тебе припомнить за это. Пускай припоминаю. Че их теперь постоянно боятся, что ли? Брат, зачем тебе это, скажи мне? Надо за Ты свою знаешь- жизнь бояться, а не их. Ну там пиши, не пиши, все равно зарешают. Но вот это вот неправильно. Сколько можно их терпеть? Они должны работать по закону, либо отвечать по закону. Да. Ладно бы они где-нибудь там в городе строили, без проблем. Ну, они же на заповедник зашли, понимаешь? В других странах миллионы выделяются, чтобы вырастить хоть какой-то маленький лес. А у нас все это уже есть. А вот эти вот просто приходят и портят все, понимаешь? Так же ведь нельзя, Аса. Табиғат қой ол, түсінесің ба? Нельзя. Че поделаешь, всегда так было. Не первый день же живешь. Было, теперь не будет. Я лично молчать не буду. Өзің білші. Главное, чтобы потом хуже не стало. Посмотрим. Что будет, то будет. Мара! 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 Заходи, Мара. Так, ну ладно. Қалайсың? У Мары, допустим, проблема, да? Денег нету, кредиты, скорее всего, тоже. Какого, простите, хрена он сидит на диване и газету читает среди рабочего дня, среди полуденного рабочего дня? Ну, допустим, это воскресенье, но не суть. Сейчас можно и субботу, и воскресенье работать. Чё он не на работе? Сияқты өтіп қой. Келмен деп едің ғой сен. Иә, айттым ғой. Его, Мара, мына кісі есіңде ма? Үй, бұл деген, ана, банясын салған адам емес пе? Есіңде ма? Да. И че? Мен тағы лақтыруға келдіңдер ма? Жоқ үй. Мара, сен маған конкретно обидно ұстап жүрсің, е? Бірақ мен сені лақтырған жоқпын. Конкретно лақтырған осы кісі. Ақша бермейді осы кісі. Ну, Айтшы баке. как лахтардым. Нет, на тот момент ситуация такая была. Денег не было, поэтому кішкене қиналып дегендей сіздерге. Ей, ағаңда үйде тұратын вообще қиналамын өмірде. Вы не поверите. И у нас тоже бывают проблемы. Но сейчас все нормально. Поэтому вот пришел, так сказать, извиниться. Кто знает, сколько мне осталось. Хочу с чистой совестью на тот свет. На тот свет бәріміз тап-таза болып баруымыз керек. Согласен. Оған не істеу керек? Кредитін жауап бер. Давай, не вопрос. Бүкіл кредитіңді. Хорошо, неменеге соншама кредитке үйірсіңдер? Сенде шенеуніктер тұрған кезде бүкіл халық кредитке кірді. Болды, түсіндім. Я закрою все твои долги. Закрой. 40 жылдан кейін ба? Жоқ, қазір жауап берем. Давай свою карточку. Беси, карточка, қорқпа. Қазір салып береді. Еще үстінен 100 000 қосып бересіз, да? Так же договорились, Маге? Да. Кредитің қанша? Сверху чаевые еще. Всего лишь лям. Закинь. 1,5. У кезде курс другой был деген, да? Хорош. 1,5 миллиона. Понял. Хорош. Просьба бар ма? Сұрағаның қайсысы екен? Да, айта ғой. Мына балдарды көрдің ба? Немене, бұлардан да кешірім сұрайын ба? Жоқ, бұл таңертең кешке шейін осы Садик, что ли, строить? Бағып. Я аяққа шыға алмайсың, я жұмыс жасай алмайсың. Қазір вообще детсадқа тұрғызу балдар проблема екен ғой. Осы балдар садикқа тұрғызып берші. Хорошо, устроим. Еще просьба есть? Все, болды, басқа проблема жоқ. Точно, обид нет? Жоқ, обид жоқ. У тебя? Жоқ. Точно нет? Жоқ, обид жоқ. Точно. Все, перевел? Да, шеф, вперед. Все, хорошо. Держи. А насчет садика завтра решим. Рахмет, давайте. Все? Ну, я понял, мужик, наверное, дома сидит, потому что за детьми надо смотреть, а жена его работает. Расклад нормальный. Әйтеуір, қанша жылдан кейін
айтырса да айтыр, соған да рахмет айтыр. Енді? Маған енді обидаң жоқ шығар? Саған бара дейді. Жынды ма? Ақшам сатып берді ғой жаңа ғана. Маған қандай обида, мен саған не істедім соншама? Адам қонаққа келген кезде құр қол келе ма? Кетші, жүр магазинге кіріп шығайық. Ойнап айтам, жүр кет. Қанша жыл болды көрмегенбіз. Балдар өз қапты ғой, е? Молодцы. Қатының қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, күшті. Әлі красавица шығар, Конечно. Иди садись, я сейчас подойду. Хорошо. Ну что, простили тебя? Еще бы не простили. Я им обоим кредиты закрыл. Ну, это же хорошо. Хорошо? Если я вот так буду всем кредиты закрывать, квартиры покупать, я же сам банкротом стану. Господи, у тебя денег еще на пару жизней хватит. Да, банкрот, Ну, иди, ага. пожалуйста. Что ты Ладно, несешь? ехать пора. Кстати, хорошие часы у тебя. Откуда они? Неужели у кого-то в свое снял? время я в РОВД работал, начальник подарил. Если бы он знал, что ты тогда сделал, часы бы он тебе точно не дарил. А что я сделал? Ты за деньги невинного человека в тюрьму посадил. Хотя я уверен, что ты этого не помнишь. Ни хрена себе, сколько Давай у я него тебе грешков. напомню. Макей, ну ты же понимаешь, братишка ошибку допустил. Не с теми людьми связался. С кем не бывает, правильно? Это же всего лишь кража. Это же не тяжелая статья. Поэтому давай на этот раз глаза закроем. А это, так сказать, 1000 извинений в долларах. 1000 бакинских по тому курсу, да? Наручники сними. Главное, больше не попадайся. А то кто знает, в следующий раз я могу не простить. Все, Макей. Өзім братишкама қараймын ғой. Енді қайтеміз, Мәке? Че там? Че, кто там у нас остался в коридоре? Да там свидетель сидит. Ну, давай, зови его. Вот на него и скину, да? Понятно. Заходи. Как зовут? Нурлан. Нурлан. Макей. Ты, получается, единственный свидетель, да? Да. А нам сказали, что это ты магазин вынес. Кто сказал? Я просто мимо проходил. Потом увидел, что воруют. И все. Я наоборот помочь хотел. Помочь магазин ограбить? Нет, вам помочь, чтобы вы воров быстрее нашли. Помнишь такую песню? Кто людям помогает, тот тратит время зря. Надень на него наручники. Как наручники? Как наручники? Вы что Охренеть, делаете? блядь. Господин капитан, я же свидетель. Был свидетелем, стал подозреваемым. Все. Отпусти руки у Вот меня. так это все и делается. Вспомнил? Ну да. Что-то помню. Зато тот человек 5 лет в тюрьме отсидел. Помнит все до каждой мелочи. И по сей день на тебя обижен. По сей день? Джендума? 20 лет прошло. Злопамятный кинул. Ты ему жизнь сломал. Как такое забыть? 5 лет отсидки, да? Времена такие были, все так делали. Нормальное явление.
Возможно. Только уже времена далеко не те. Так что, вот тебе адрес. Ты знаешь, что делать. Я даже не знаю, как он теперь Шеф, будет. тут один момент. Я по поводу стройки, ну, которая в заповеднике. Что там? Там, в общем, один журналист статью написал, что мы якобы незаконно строим, природу портим. О, господи, на проблем. Бытиема быть пима. Он там наши имена указал? Нет, только фирму. Там просто люди начали обсуждать. Я вот переживаю, как бы общественный резонанс не подняли. Кто написал, знаешь? Да, шеф, я пробил за него. Это тот, который на объекте возникал. Помните? Вот его фото. А, этот урод, что ли? Да. Ты его позже найди, приведи его ко мне. А я ему объясню, что так делать нельзя. Ты, Езжай по-моему, на извиняться будешь, а не объяснять ему. Вот это больше вероятная ситуация. Чего там? Что там дегенде здесь? Кадымгди статья про нас. Слушай, что-то мне напрягать начал этот журналист. Вроде другу внятно, четко объяснил, или он тупой, что ли? Да этот, наверное, не так понял его. Походу, нам придется ему объяснить, кто мы такие. Завандашина досуга. Пусть нам назначит встречу. Слушай, каждому в этом городе кому-то что-то надо объяснять. Азатик, салам алейкум, как дела? Ассаламу алейкум. Слушай, ты статью читал про нас? А ты почитай! Ты почитай статью. Ты вообще разговаривал с этим своим другом? Да, общался. Ты разговаривал, понял? Давай, срочно тяни его. С двух сторон его уже хотят подтянуть. Ну, глобально одни и те же, да? И Максат, и эти двое. Че там, брат? Какие планы? Вроде никаких. Тут одни люди хотят встретиться с тобой. Что за люди? Не знаю, вышли на меня. Говорят, статью прочитали. Понравилось. Теперь хотят встретиться, помочь. Помочь? Ничего себе. Ну, если помочь, то, конечно, давай. Братан-то не обманет, да? Не лезь к ним, блин. Видишь? Не только меня это, оказывается, волнует. Че, где будет встреча? Да, вот это, конечно, подстава. Он его другом называет. Куда? Вот сюда. Этот дом? Да, вот. Да. Тут что, ремонт никогда не делали, что ли? Куда дальше? Так. Так, вот эта дверь, шеф. Ты стой там дальше, я сам. Есть? Блин, 20 лет прошло. Ну, он отсидел и... Салам алейкум. Алейкум ассалам. Да. Нурлан? Да. Не узнал. Я могу зайти? Ты кто? Мага. Нормально. Чего? Ты кто? Я твой знакомый старый. Что-то я таких знакомых не припомню. Ты помнишь, просто не узнаешь меня. Ты кто? Помнишь 2001 год? Тебя тогда следователь в тюрьму определил. Хотя по делу ты проходил как свидетель. И... Так. В смысле? Ты кто? Сейчас ты все поймешь. Только давай сразу договоримся. Тебя еще выхватит. В смысле без нервов? Ты кто? В общем, я тот следователь, который тебя в тюрьму посадил. Ебать.
Вот это встреча. Да Сейчас депутат. В натуре, что ли? Да. Ты же мне всю жизнь испоганил. Я тебя даже искал одно время. Ну, видишь, как хорошо. Теперь не будешь искать. Вот он я. Вижу. Вот он ты. Жанна! Ау! Ты не поверишь. Ты посмотри, кто к нам пришел. Здравствуйте. Да, хорош, хорош. Так, ребят, ну что, вот мы и посмотрели 3-ю серию. Ну, чем дальше, тем интереснее, да? Я уж не знаю, как он здесь будет отмазываться. Что он должен сделать, чтобы человек, который отсидел 5 лет за решеткой, простил его. 5 лет. А, соответственно, то, что он сидел, это есть в его там истории, биографии. Ну, вся жизнь, как он и сказал, всю жизнь испортил. На работу на приличную его уже не возьмут, скорее всего. Ну и человек просто морально уничтожен. Не знаю, ребят, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Всем, Копр Ахмед, всем большое спасибо за то, что смотрите, за то, что поддерживаете. Не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал и какой-нибудь комментарий напишите. Если не знаете, что написать, можно написать что-нибудь типа комментарий в поддержку автора канала. Это очень важно для алгоритмов YouTube. Любая активность на канале. Можно также под соседние видео пройти и тоже там лайки прожать и написать какой-нибудь комментарий. У вас это займет максимум там, минуту вашего свободного времени. Для меня это будет очень такая сильная помощь в продвижении канала. Чем больше активности, тем больше реакций выходит на YouTube. Вот мы уже подряд смотрим сериал «Ангел-хранитель», так и планирую его дальше смотреть практически каждый день. Все зависит от вас, от вашей активности. На этом все. Всем пока, удачи, до встречи. Не забывайте подписываться на Boosty.